Первые часов, наверное, 12 мы с ночи до обеда провели стоя, связанные стяжками лицом в крапиву битое стекло под забором. У меня начались обыски дома с самого утра. Для меня это была война, в которой я должен был принимать участие. Янки, Бессмертный и Гена в свое время прошли через все круги ада. Ребята боролись за свободу своей страны и изо всех сил пытались сменить закостенелый, кровавый, лживый режим Лукашенко. И это все время парни находились под угрозой тюрьмы и лишения жизни. Их преследовали, пытали и избивали ОМОНовцы. Люди с правильными взглядами, которые не хотят плясать под дудку Лукашенко, которые имеют противоположную точку зрения, они вообще не имеют права на какое-то мнение. Они все сидят в тюрьмах, либо они уже за кордоном, либо они уже где-то в лесах закопаны. Поэтому ребята вынуждены были перебраться в Украину, где их и застала война. В целом, до начала полномасштабной войны я вообще никогда не думал, что моя жизнь будет связана с войной. Но 24 числа белорусы приняли твердое решение – встать на защиту страны, которая стала для них вторым домом. Потому что все мы здесь живем, у каждого здесь есть дом, у каждого есть друзья, у каждого есть семьи. Каждый день летят ракеты, летят снаряды, убиваются чьи-то женщины, убиваются чьи-то дети, кто-то теряет семьи, и пора это прекратить. Спортивное прошлое и гибкий ум помогали ребятам быстро осваивать военное дело и уже в бою оттачивать свое мастерство. Также парни выполняли задачи на Черниговском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях. В процессе успешно выполняемых операций бойцы приняли решение создать отдельный белорусский добровольческий корпус, чтобы сначала добивать врага в Украине, а дальше уже эффективно и слаженно бороться за освобождение от режима в родной Беларуси. Мы, белорусские доброохотники в Украине, заявляем о створении белорусского доброохотнического корпуса. Белорусских добровольцев, которые приехали именно воевать. Для того, чтобы они могли реализовать себя в этом, для того, чтобы они могли развиваться в военном деле, приобретать опыт и эффективно выполнять боевые задачи для освобождения украинских территорий. И в последующем, естественно, этот опыт нам пригодится и для освобождения Беларуси. В корпус принимает исключительно людей, которые имеют военную подготовку и боевой опыт. Мы решили собрать самых лучших и, в принципе, достойных вместе. Это группы специального предназначения Янки Бессмертного и батальон «Террор». И есть еще люди, про которых мы не можем говорить. Гена, один из командиров корпуса, свое подразделение назвал в честь павшего в боях друга. Батальон «Террор», он так назван в честь Змитра террора Апанасовича. Это наш побратим, который погиб в первой фазе этой войны еще в марте месяце при обороне Киева. Сегодня бойцы продолжают проводить спецоперации по всей линии фронта уже объединенным корпусом. Они уверены, победа близко. Ведь враг деморализирован, так как осознал, что захватить страну свободных людей просто невозможно. Как осознал свою участь и псевдопрезидент Беларуси Лукашенко, который прекрасно понимает, куда приедет праздновать победу Украины добровольческий корпус. Живи Беларусь!